Николай? Минасан, конбанва! これから日本の歴史と文化に関して申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。Так, пожалуйста, слайд. Ну, подготовил короткую презентацию, 16 слайдов. Постарался вместить всю историю Японии, вот, и немного о культуре. Вот, ага. Ну, это вот я, востоковед-любитель. Это я. Так, следующий слайд. Ага. Вот, но самое главное, я хочу начать с грустного. Начать с грустного, потому что вот японцы себя называют нихонзин. Японцы. Вот белых людей, европейцев, называют гайдзин. Ага. И сами понимаете, гайдзин, он по определению не очень умный. Ага. Так, вот и грустная вещь, азиаты называются азиакей. То есть мы, якуты, входим в эту категорию. И самое грустное состоит в том, что японцы иногда, ну, процентов 70 не могут отличить нас от японцев, поэтому они ожидают от нас таких же реакций, таких же действий, таких же слов, а мы их не знаем. Вот это грустно. И получается, сразу по походке, по незнанию языка и так далее, вы сразу раскрываете, что вы, оказывается, не нихонзи. Нихонзи джанай. Вот. Это кто? Подождите обратно. Ага. Африканцы кокуджин. Ага. И вот айны по-японски называется айну. И раньше вот устаревшие вот до политкорректности такое было ругательство. Вот бедных айнов обижали, что они говорили айну, аину. То есть как бы не слитно выговаривали, а делали паузу, и получалось, что ругательство. Ага, вот, ну, связанное с животными. Так, следующий слайд. Вот, и немного про японский язык. Вот, когда вы будете общаться с японцами, они будут хвалить вас. Как вы хорошо выглядите, как вы хорошо говорите по-японски, как вы прекрасно понимаете японскую культуру и так далее. Не верьте. Вот это называется татэмае. То есть человек должен говорить приятное собеседнику. А то, что он на самом деле думает, называется хонне. По-якутски это называется катяхсана. То есть, ну, вы немного похожи на японцев, поэтому, когда с ними общаетесь, вы включаете национальный характер. Так, дальше вот кейго. Кейго это вежливый язык высших классов, которые знают в основном выпускники высших учебных заведений. Ну, как вы знаете, для того, чтобы прочитать газету, надо знать около 2500 иероглифов, а выпускник вуза знает их уже 5000. Вот человек, обладающий ученой степенью, знает около 10 000 иероглифов. И, соответственно, с более высоким уровнем образования он может более свободно использовать слова, которые используются в иероглифическом написании. И кейго это такой вежливый язык. И у нас многие обманываются, что японский язык очень простой, потому что грамматика, она похожа на якутский язык. Вот, например, «моя, твоя, понимай, нет». По-японски тоже будет «моя, твоя, понимай, нет». Ага. Вот, но сложность в том, что, например, если он видит, это «карева миры». Вот «миру» смотреть, да? А вот если вы смотрите, уважаемый, да, потому что собеседника надо поднимать, тогда он «анатава горан нинару». То есть получается «горан нинару».
А если вы скромно там снизу смотрите, то вы хайкен и тасы. То есть, получается, вы очень скромный, чуть-чуть там снизу смотрите. И вот это все называется кейго. То есть надо знать, когда, в какой ситуации, какие слова использовать и какие выражения будут приемлемы в разных ситуациях. И в этом тоже есть большая сложность изучения японского языка, потому что, исходя от ситуации, в которой вы находитесь, вы должны будете использовать определенные идиоматические выражения. Так, следующий слайд. Вот 10 тысяч лет в Японии был период Джомон. Вот Джомон, он отличается тем, что люди не выращивали растения, они занимались рыбалкой и охотой, так как возле берегов Японии очень много морских животных и рыбы. Вот у них даже есть понятие раковины кучи. То есть жители Джомон жили в постоянных поселениях тысячелетиями и накапливали эти остатки ракушек высотой там до 10 метров, понимаете? И самое интересное, что максимальная численность населения достигла в середине вот этого периода Джомон. Вот, и потом пришли из других регионов Азии, с юга, с севера, с Корейского полуострова, и было создано государство Ямато, оно было создано племенем Тенсон. Вот мы, якуты, тоже называем себя Аи-Аймага, то есть мы родственники богов. А Тенсон, да, это дословный перевод с японского, тоже звучит «дети богов». Ага, и это тоже были всадники, генетически похожие на якутов и на бурят, которые живут возле Байкала. Следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, и вот самое такое культурное время в Японии, это было вот эпохи Нара и Хэйан, 6 по 12 века, 600 лет аристократической культуры. Вот, японцы приняли буддизм, вот, и у них уже в конце эпохи Хэйан, где-то 1000 с лишним лет назад, 100% населения, но мужчины имеется в виду, да, все 100% населения были грамотными. То есть они в мире, японцы, второй народ, который смог обеспечить поголовную грамотность населения. И в это время продолжалась война с предками айнов, племенами Эбису. И вот, чтобы воевать с айнами, был создан класс самураев. И самое интересное в том, что многие самурайские роды, они сами по происхождению были из Эбису. То есть они были воинственные, да, вот Эбису. И вот они шли на службу к японцам и становились самураями. А предводителями самураев были принцы вот, королевского, императорского дома, которые не имели прав на престол, их отправляли на север воевать с варварами. Следующий слайд. Вот, и эпоха военного правительства, вот, начиная с 12 по 19 век, вот это начинается с Мурамати, да, с Бакушу. Вот, и в это время было нашествие монголов, и дважды, когда монгольский флот приходил к берегам Японии, тайфуны полностью разрушали этот флот, топили этот флот. То есть, и поэтому японцы считали себя охранимыми богами, то, что вот божественный ветер, камикадзе, да, их спасает. Вот, и где-то было около 100 лет воюющих государств, Сенгоку джедай, и в это время пришли европейцы. Вот здесь нарисована японская гравюра, на которой есть этот португальский галеон. Да? И вот они принесли христианство, научили японцев строить замки,
научили японцев воевать огнестрельным оружием. Вот, но когда Токугава объединил Японию, он построил замок Эдо, вот здесь за барабанами, вот, и закрыл страну, запретил христианство, и 200 с лишним лет Япония была полностью закрыта для иностранцев. Было разрешено несколько судов из Китая и один корабль из Голландии в год. Ага, и они приходили в порт Нагасаки, остров Денджина, и там они вот один раз приходил корабль, привозил новый гарнизон, потом через год их меняли, голландцев. И вот они торговали с ними. Следующий, пожалуйста. Вот, и у них в 1868 году произошла реставрация Мэйдзи, то есть, ну, как бы, то же самое, например, как мы сейчас тоже, якуты, восстанавливаем наши древние традиции, также японцы восстановили древнюю традицию императорской власти и объединили страну на новых условиях. И вот здесь вот начали принимать европейское оружие, вот, и победили Китай в японо-китайской войне, и также победили Российскую империю в русско-японской войне. Это была первая война, в которой европейцы проиграли азиатам. Так, следующий слайд. Вот, но японцы, к сожалению, не воевали по-настоящему в Первой мировой войне, поэтому они не знали, что такое тотальная война, и необдуманно, ну или не совсем необдуманно, начали строить планы восточно-азиатской сферы взаимного сопроцветания. Вот на большом слайде, да, красным выделено. И вот здесь в 1941 году, 7 декабря, напали на Штаты. Ну, там тоже есть определенные нюансы. Сейчас времени мало, говорить не будем, но оказалось, что вот самый крупный в мире линкор Ямато, он бесславно погиб даже в 1945 году в апреле. Пытались помочь Окинаве, направили вот последний боевой корабль, линкор Ямато, и он не дошел до Окинавы, был потоплен американскими самолетами. То есть, получается, технология победила, да, вот, массовый героизм и силу духа. И вот Советский Союз во исполнение союзнических обязательств повел наступление на Манчжурию. И вот видите, наши моряки водружают флаг в Порт-Артуре, и японцы сдаются советской армии. Так, следующий слайд. Вот, японская традиционная культура, как уже было сказано, японцы более 1000 лет назад стали полностью грамотным народом, у них возникла массовая литература, вот, и во время сёгуната Токугава, когда у них больше 200 лет была мирная жизнь, вот у них был полный расцвет культуры, да? И вот этот басё, стихотворение, может, вам видно, вот, Фуры Икея, то есть этот старый пруд, прыгнула лягушка, звук воды. Ну, я попытался перевести это хайку на японский, на якутский. Ага. Эргебгет багастанна у чалгынна. Это вот перевод на якутский язык. На самом деле очень много слоев культуры, чтобы понять настоящий смысл написанного на японском языке, потому что иероглифы имеют определенные значения. Один иероглиф может иметь до 17 значений, поэтому для того, чтобы понять то, что написано иероглифами, надо знать сочетание иероглифов, кто когда говорил этими иероглифами. Действительно очень сложно. Хотя вроде бы трехстишие очень простыми словами написано. Ну вот это Кацусика Хакусай, очень известный
укиё-е это гравюры переменчивого мира. Но одна из тем это вот гора Фудзи, видна там за волной. Вот, ну и, конечно, повседневная жизнь и так далее. То есть очень было популярно. Следующий. Вот, но современное, это вот ну, вы знаете, вот этих девушек слева, от вас справа, слева от вас. Это кто? Sailor Moon. Sailor Moon, вот видите как, ну вы знаете. А это вот какая-то группа J-Pops. Но сейчас очень популярна K-Pops, да, но на самом деле вот эту волну азиатской культуры начали японцы в 90-х годах, и K-Pops это как бы стало таким базисом, на котором возник феномен Хallyu, K-Pops. Следующий. Вот, ну, наш японский опыт, то есть мы поехали в 93-м году со старшей дочкой, вот, на фото слева. Ага, вот вернулись с двумя дочками на фото справа. Ага, то есть это, вот мы 7 лет жили в Японии, вот, и немного сейчас я остановлюсь на особенностях жизни. Алло, ага. Вот жизнь в Японии, да, то есть все очень удобно, все продумано. Вот если вы о чем-то задумались, то уже сделано. Микрофон включен. Вот один раз мы идем по японскому лесу, по асфальтированной дорожке. Алло, ага. Вот мы идем как-то по лесу, по японскому, по асфальтированной дорожке, и посередине леса стоит указатель через 100 метров скамейка. Понимаете, мы идем 100 метров, и точно стоит скамейка. То есть все продумано, все это. Вот уникальный уровень сервиса, вежливость персонала. То есть есть японская пословица, которая говорит о том, что покупатель – это Бог. Как сама Ками-сама. Вот, и они делают все, чтобы, делали все, чтобы человек был доволен от сервиса. Вот сейчас, конечно, немного по-другому. Но качество продуктов и товаров – это товары, у них японский индустриальный стандарт один из высоких в мире. Вот что касается качества продуктов, у них после войны было несколько случаев отравлений населения массовых, да, там ртутными веществами и так далее. После этого качество продуктов в Японии тоже стало лучше в мире. Очень удобная транспортная схема, то есть вот до любой точки Японии можно доехать на общественном транспорте. Вот медицина мирового уровня, там, но медицина раньше была германской школы, сейчас она американская больше. Да? Так, следующий слайд. Вот, но проблемы, да? Без проблем никак, то есть дискриминация. В Японии очень закрытое общество, и если вы чем-то отличаетесь, вас обязательно могут дискриминировать. То есть зависит от вас, вот, конечно, в основном и от окружения. Вот по национальным, по половым, по традиционной, профессиональной там, и психическими расстройствами. Но хотя некоторые виды дискриминации, они могут быть для нас непонятны, потому что, вот, например, если семья идет, вот муж, за ней жена, да? Кто несет зонтик? Муж. Жена, правильно. Кто несет чемодан? Жена, правильно. Так, вот если в лифте, вот вы, например, выходите из лифта, кто держит кнопку открытия лифта до выхода последнего клиента? Последнего человека. Женщина, правильно. Ага, кто открывает дверь
Правильно, женщина. То есть, но это не дискриминация, это обычай. А со стороны вот нормального белого человека это как дискриминация, правильно? А я вот читал статью, одна кореянка в Японии все время страдала, потому что все время пыталась выйти из лифта первой. Ага. Но, понимаете, азиатка, да? Ну, со стороны посмотреть японкам нагло лезет. Естественно, мужчины ставили ее на место и просили поддержать кнопку. Вот, но в японских школах процветает травля учеников. Ну, как я сказал, действительно, если вы чем-то отличаетесь, если вы слабый, если на вас можно наехать, у нас же тоже бывает в классах там разные дети, да, то есть дружат, не дружат, но в Японии это все в 10 раз острее, потому что как-то вот они более, ну, дети все жестокие, а японские дети, они как бы могут оторваться, да, на своих одноклассников. Ну и высокие цены на все, на продукты, на товары, на транспорт, на коммунальные услуги. То есть, но коммунальные услуги, ну, раньше были очень дорогие по сравнению с нашими, но сейчас этот недостаток устраняется, наши цены очень успешно догоняют Японию. Поэтому этот недостаток уже скоро будет устранен. Все равно у них выше, чем у нас. Ну и, как я уже говорил, это сложность общения. Вот японцы не могут знакомиться на улице, потому что они не знают, соответствует ли новый знакомый их социальному статусу, их происхождению и так далее. Поэтому, когда два японца знакомятся, надо, чтобы их познакомил кто-то знакомый, который вот порекомендует, сказал, вот там этот сан. И тогда они обмениваются визитками. В первую очередь смотрят, кто из какой компании. Если, вот, например, эта компания по статусу выше, чем вот эта компания, значит, этот более уважаемый. Если компании одинаковые, смотрят, спрашивают, какой университет кто закончил. Там МГУ или СВФУ, да, то есть спрашивают. Ага. Но если Токийский университет, понятно, что он по статусу выше. А если университеты одинаковые, то тогда уже спрашивают возраст. Вот тот, кто старше, тот выше. То есть в Японии не может быть равенства. Равенства быть не может, потому что люди разные. И поэтому очень сложно общаться в обществе. Очень сложно. Так, следующий слайд. Мы с ним 2 года общаемся. Вот, ну, здесь вот я привел встречи. Вот здесь слева мы с первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым встречаемся с премьер-министром Японии Обучи. Вот справа вот мы с делегацией российских спортсменов встречаемся с премьер-министром Абе. Вот, но здесь вот известные Якутии люди. Вот, но там тоже целая байка, останавливаться не будем, времени нет. Так, следующий слайд. Вот, и один из вершин, да, вот одна из вершин вот моей профессиональной карьеры, и я думаю, одна из вершин международных связей нашей республики, это то, что вот Якутия смогла участвовать в проекте экспонирования головы юкагирского мамонта на Экспо 2005 в городе Нагоя, префектура Аичи, Японии. Вот здесь вот голова мамонта в Мамасурабо. Вот этот здесь, чтобы люди не стояли возле головы, они сделали такой транспортер, который за минуту их проносил, ну, клиентов всех проносил мимо головы, да, за 1 минуту. А чтобы посмотреть на эту минуту, они стояли в очереди 6 часов. Вот голова вот нашего мамонта, она занимала 2-е место по времени ожидания. 1-е место это был оркестр роботов фирмы Toyota. Там шагающий оркестр, где-то роботов 40,
Они вот прямо по лестницам ходили, дули в трубы, и исполняли музыку там и так далее. Вот там 7 часов ожидания. А наш мамонт, второе место 6,5 часов ожидания. Вот, и на среднем фото это открытие лаборатории мамонта, стоит вице-президент Акимов, вторым слева. На третьем фото встреча с председателем ассоциации Экспо 2005, это Шоучиро Тойода, этот председатель компании Toyota. Ну, понятно, да, откуда название Toyota? Ну, от фамилии господина Тойода. Вот, и внизу этот самый Вячеслав Анатольевич Штуров, Андрей Савич Борисов стоят с господином Сакамото, вот, из Японии. На среднем фото Вячеслав Анатольевич дает интервью японскому телевидению, и справа Егор Афанасьевич Борисов вручает алмаз, якутский алмаз весом 2,2 карата, стоимостью $80 000 господину Оиси, вот 10-миллионному посетителю Экспо 2005. Егор Афанасьевич, вот. И самое интересное, что фамилия Оиси переводится на русский язык «большой камень». То есть вот человек с фамилией «большой камень» выиграл большой алмаз. Стоимостью $80 000. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, и все-таки можно, конечно, бесконечно много рассказывать о Японии, можно говорить разные байки, но я хотел бы сказать такое, да, что сейчас уже есть системы автоматического перевода. И вроде бы возникает вопрос, зачем нужны переводчики? А переводчики нужны для того, чтобы вы понимали культуру той страны, да, их менталитет, и могли не как вот алгоритм Google, который переводит, да, автоматически на русский язык, а со всеми нюансами и подтекстами, которые вы знаете в этом языке, в этой культуре, могли спокойно переводить на, например, с японского на русский язык. Да, спасибо за внимание.